Измотав гитлеровские войска упорными оборонительными боями, без какой-либо стратегической паузы, наши войска начали реализовывать план контрнаступления. 5 декабря 1941 года после артподготовки и ударов авиации в наступление перешли войска Калининского фронта. Войска ударных группировок Западного и Юго-Западного фронтов начали контрнаступление 6 декабря. Немецкие позиции были атакованы почти одновременно на фронте от Калинина до Ельца. Советские войска не обладали достаточным преимуществом в живой силе и технике для того, чтобы единым ударом разбить немецкую группировку под Москвой. Несмотря на это, преодолевая глубокий снежный покров и сильные морозы, войска Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни наступления смогли прорвать оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин-Москва. Успешно развивалось контрнаступление Красной армии и южнее столицы. На захваченной территории немцы создали ряд укрепленных районов в крупных населенных пунктах. Наступательные действия советской армии были фактически сведены к ликвидации этих укрепрайонов. К 8 декабря Гитлер подписывает директиву о переходе к обороне на всем Советско-Германском фронте, признавая таким образом сам факт невозможности продолжения наступления на Москву. Группа армий «Центр» получает приказ с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции и держаться любой ценой. Но остановить наши войска в эти дни немцы были не в состоянии.